Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие и добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Песочек расскажет вам все, о чем нужно знать на сегодняшний день. Если тема интересна, если у вас есть вопросы, если есть какие-то неопределенности, подумайте об этом. И если высшие позволят, песочек обязательно это покажет. Ну а я, соответственно, вам это передам. Настраивайтесь. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, человек с 2 лунами. Но это сильный знак. Это знак покровительства высших сил. Если у вас вопросы о том, почему я попал в такую ситуацию, либо попала, да, почему в моей жизни все складывается так или иначе, зачем мне эти проблемы, либо зачем меня направляют, подталкивают в каком-то неизвестном мне направлении, ответ очень простой. Вас ведут высшие силы. Они ведут вас самым идеально оптимальным путем для вас. Для того, чтобы вы не попали в большие беды. Для того, чтобы вы избежали опасностей, неприятностей, плохих и злых людей. Поверьте, то, что в вашей жизни происходит сейчас, это самое лучшее, да, из того, что могло бы произойти. То есть и с правой стороны у вас Луна, и с левой стороны Луна. То есть уберегают от самого ужасного негативного, но и в то же время, да, не дают вам расплескать то, что вы имеете. То есть ваши возможности, ваш потенциал. Да, либо вложиться не в то, что вам надо, либо связаться не с тем, кто вам подходит. Тут и контроль, и, как знаете, и контролируют, и защищают, и оберегают. Вот такая идет ситуация. Если бы вы могли узнать всю правду, да, либо если бы вы могли увидеть те вариабельные возможности, которые вы обошли, миновали, ну, поверьте, вы бы долго в себя приходили. Да, вам кажется, что жизнь у вас какая-то не такая, не налаженная, могло бы быть получше. А представьте вариант, если было бы хуже. Вы бы согласились? Я думаю, нет. Поэтому, мои хорошие, с благодарностью принимайте то, что с вами происходит. Поверьте, какими-то мелкими неприятностями вас на самом деле оберегает от очень больших катастроф и бед. Вот. Так вам просили передать. Я думаю, что вы понимаете, о чем я говорю. Ну, по крайней мере, сделайте правильные выводы. Не грешите на высшие силы, не кляните вы свою судьбу. Поверьте, ваше счастье от вас никуда не денется. И каждому оно гарантировано. Просто вы еще на пути к своему счастью, да? Вы еще на пути к своему рассвету. Но вы до него обязательно дойдете. Так, следующий момент. Мужчина вертлявый, знаете, как и вашим, и нашим, сегодня да, завтра нет, то улыбается, вас к себе зовет, то морозится, вообще как не реагирует на вас, а вы не понимаете, что с ним происходит. Смотрите, просили передать, что этот мужчина, он определяется, он еще не определился. Он очень боится серьезных отношений. К вам у него самые искренние чувства, очень сильные, очень глубокие. И чувства, которые полностью захватили его сознание, его сердце, его душу. А вот мозг немножко сопротивляется. Дайте этому мужчине времени, чтобы он, дошел до кондиции, да, чтобы любовь полностью проросла во всем его организме, чтобы он признался вам в своих чувствах. Что вам нужно сделать? Жить.
жить для себя, заниматься собой, заниматься своими близкими, заниматься своими важными вопросами, да, житейскими вопросами. С мужчиной с этим да, общайтесь, дружите, не забывайте про него, но и не настаивайте, и не навязывайтесь. Поверьте, будет замечательный результат. Еще немножко он посомневается, еще немножко он переболеет этими страхами, комплексами, определится и, конечно же, придет к вам, девочки. Вот, дайте ему время, оставьте в покое, дайте время, все будет хорошо. Для тех, кто сейчас как разводится, расходится, либо находится в паузе, у вас вопрос, да, что это? Точка, конец. Это не конец и не точка, это всего лишь пауза. То, что между вами произошло, это помехи. Это помехи, которые со стороны пришли, да, то есть люди, конкретные люди, либо конкретный человек, мне, в общем, женщину показывают, которая против вас, против ваших отношений, не желает вам счастья. Тут массу усилий прикладывают для того, чтобы вы разошлись, разругались и, знаете, как возненавидели друг друга. Но у нее не получится, потому что вас вели высшие силы, вы хорошая пара, вы идеально дополняете друг друга. Да, вы очень разные, да, вы периодически там спорите, ругаетесь, но это нормально, это естественно, ничего тут плохого нет. Вы обязательно помиритесь, со временем ваши отношения будут крепнуть, вы прям прирастать друг к другу будете. Ну а эта помеха, она исчезнет, знаете, такое, опустит руки, скажет: фух, все равно ничего не получается, да, пойду где-нибудь там от горя удавлюсь, и уйдет с вашего пути. Главное, не реагируйте остро и не принимайте опрометчивых решений. Знаете, как тоже там разнервничаетесь, разобидитесь, скажете: вот не хочу этого мужчину и все, что это я тут должна его каждый раз принимать, прощать. Вот. Это, конечно, может быть даже фатальный шаг. Вот этого делать не надо. Все идет как идет. Вы справитесь. Но представьте, ваши отношения, они как будто бы болеют. Да? Вот как человек может же заболеть, плохо себя чувствует, потом пойдет на поправку, потом у него выработается иммунитет, да, и в следующий раз эта болячка ему будет не страшна. Также и в ваших отношениях. Ваши отношения сейчас болеют, скоро пойдет поправка, потом будет иммунитет, и все, и вам эти проблемы будут не страшны. Дальше, мои хорошие, здесь вот финансовая какая-то паутина, финансовые осложнения, тяжесть, обременения даже, возможно, какие-то. Денег не хватает. Либо с деньгами большие вот проблемы, потери. Так, ну я вижу работу. У вас будет работа. Причем вам суждено вот как несколько работ поменять, либо вам суждено в корне поменять свой вид деятельности. А кому-то суждено вот на одной работе вот как несколько ступенек пройти. Да? Сначала вы работаете рядовым сотрудником, а потом идете на повышение. И уже работаете как начальник, менеджер, там, руководитель. Это будет. Вы будете расти. Видите, вот с нижней ступенечки вас, видите, вот перекинут наверх. Здесь вам человек руку подает, а здесь уже человек вас на руке вверх поднимает. Видите, будет. И тут вы видите, пальмовый листочек держите. То есть это успех. Успех на работе, это успех в вашей деятельности. И это призвание, ваше призвание, вы будете на своем месте. Вы будете зарабатывать денежки. То, что касается вот этих вот лишений, этих неприятностей по финансам в сегодняшнем дне. Это наука. Это опыт, который вы должны получить. Вы все разные. У каждого своя ситуация. Но вот как я вижу, те проблемы, которые у вас сейчас возникли, они зародились в вашем прошлом. Какие-то были ошибочные действия, ошибочное мнение, либо вот как упущения ваши были. Вот оттуда ваша проблема идет. Это случилось в прошлом, а последствия вот в сегодняшнем дне тяжелые. Я думаю, что каждый для себя понимает, где вы там неправильно поступили, либо неправильно деньгами распорядились, где вы, скажем, там не тем доверились, либо не в то вложились.
Но каждый вынес правильные выводы. Я думаю, что больше с вами такое не повторится. По крайней мере, вы как человек уже ученый. Деньги вернутся, да, этот финансовый канал наладится, а вы заработаете. Вы то, что вам причитается, конечно же, заработаете. Девчоночки, вот кто одна с долгами сейчас находится, у вас мужчина появится. Мужчина, который финансово вас проспонсирует. Вот именно как вложится в вас, либо покроет ваши какие-то финансовые там траты, потери, долги, да, как заплатит за вас. Не могу сказать, в каких вы будете отношениях, да, вот с какой целью, либо под каким воздействием он это будет делать, но вижу, что мужчина за вас платит, оплачивает то, что у вас там, как долги ваши оплачивает. Это будет. Мужчина. Этого мужчину вы знаете, вы 100% его знаете. И причем я вижу, что он сам будет предлагать, да, сам будет вызываться и говорит, давай я заплачу. То есть для меня это не проблема, то есть я это сделаю. Это может быть и отец, это может быть и бывший, это может быть и какой-нибудь друг, там, товарищ, коллега, там, любовник. Это может быть начальник, который узнает о ваших проблемах. Но мужчина заплатит, за вас заплатит. Вот. В данный период вот острую проблему решит мужчина. Для моих зрителей, кто семья, то есть женщина в семье находится, там мужчина с семьей проживает, и у вас вот эти финансовые проблемы. Здесь благодаря какому-то мужчине будет как, то опять же может быть и помощь, но больше идет, как мужчина договаривается. Для вас договаривается, либо с вами договаривается, что вам либо этот долг разобьет, либо как-то, вы знаете, где-то что-то спишут, где-то что-то пересмотрят. Может быть, это адвокат, может быть, это какой-то правозащитник, да? Какой-то вот деятель, который помогает людям. То есть именно для вашей семьи он добьется облегчения вот этого обременения. Может быть, вы уже с этим мужчиной познакомились, общаетесь, да, в процессе находитесь. А может быть, там в течение нескольких периодов времени обязательно познакомитесь, и вот хорошая помощь, да, хорошее подспорье идет, когда человек через закон, да, знание законов, либо какое-то свое влияние добивается для вас какого-то облегченного варианта обременения. Но вы справитесь однозначно. У меня здесь нет людей, которые там по миру пойдут, да, с протянутой рукой пойдут, там, голодать будут. Нет, я таких не вижу, абсолютно не вижу. Наоборот, я вижу, что у вас вот скоро, совсем скоро, вот где-то конец весны, начало лета, прям активная такая деятельность, и денежек у вас значительно больше становится. И вы живете, больше себе позволяете. Вы, знаете, там каждую копеечку не считаете. То есть у вас лето вообще благоприятный период идет. Так, дальше идем. Тут кто-то у меня хочет уехать, переехать, либо назад вернуться. Дорога, не знаю, закрыта для вас, либо вы боитесь этой дороги. Знаете, как неопределенность вас пугает, вы не знаете, что вас там ждет. Кто хочет вернуться, вы обязательно вернетесь, но немножко попозже. Там будут какие-то особые условия, либо какое-то оповещение, да, вот оповещение, может быть, проезд даже какой-то льготный будет для вас, либо очень дешевые билеты. Как-то вы попадете в такой момент, такое время, когда и дорога откроется, и возможность быстро и недорого будет вам доехать. Вот. Но сразу хочу предупредить, что, скорее всего, вам не очень понравится, когда вы вернетесь. Либо вы будете скучать за тем местом, где сейчас находитесь. Вот. Будут такие моменты. Для тех, кто, в принципе, просто хочет уехать. А вы уедете. Вы уедете, причем вот как вы запланировали, как вы думаете, так вы и поедете. Вас пугают какие-то рассказы, либо какая-то информация, которую вы получили. Смотрите, вас это совершенно не коснется. У вас будет совершенно другой путь. Смотрите, проблем как таковых я не вижу. Я больше вижу ваши страхи. То есть вы боитесь того, что еще не случилось. Либо вы боитесь на основании чего-то дурного опыта. Вот. Выкиньте вы все эти мысли из головы. Вам эта дорога судьбоносная идет. Вы по судьбе должны были туда уехать, либо переехать. И вы, конечно же, туда уедете, переедете. Там у вас, кстати, жизнь прям с чистого листа начнется. По-другому, по-новому. Так вы еще никогда не жили.
Вас там и уважать будут, и ценить. Вы себя наконец-таки почувствуете человеком. Человеком, да, не бесправным существом, которое все ноги вытирает, а именно человеком. Чем бы вы ни занимались, чем бы вы там денежку себе не зарабатывали, какой бы профессии, либо где бы вы ни жили, уважают, помогают и интересуются вами и вашей жизнью. Вот такой момент идет. Ну, для вас тут, конечно, прорыв колоссальный. И вот даже сам для себя человек выходит на новый уровень. Так, кто-то у меня здесь прям очень-очень-очень хочет семьи, замуж, либо жениться хочет человек. Да, мужчины, женщины, меня разные люди смотрят. Значит, мои хорошие, для тех, кто хочет именно брака и сейчас вот в полном одиночестве. Одиночество — это не приговор, это не ваша судьба, да, закончить свои дни в одиночестве. Нет. У вас будет пара. Причем, как я вижу, у вас как несколько вариантов будет, либо несколько отношений, вот несколько кандидатов, с кем можно связать свою жизнь, судьбу. Не бойтесь одиночества, бойтесь того выбора, который вам предстоит делать. Вот чего надо бояться. Выбор. Смотрите, один человек хороший, и второй человек хороший. И к тому тянет, и к этому тянет. Вот кого выбрать, кого выбрать. Тут такие муки вас ждут. Муки прям, ну честно говорю, муки. Кого выбрать? С кем создать семью? Да, за кого выйти замуж, либо кого взять в жены. Вот что вас ждет. Не думайте, все будет хорошо. У вас вот яркий момент, я вижу, весной, причем, как, знаете, вот начало весны, как смена даже, да, зима, весна. И вот прошло, погнало, и знакомства, и встречи, и свидания, и влюбленность, ну, со всеми вытекающими. Так. Главное вот выбор, да, сделать выбор. Еще раз говорю, и один человек, и другой человек очень хороший. То есть кого бы вы ни выбрали, вы все равно не ошибетесь. Да. Так. Ну, кто-то у меня очень болеет, либо очень опасается за свое здоровье. Может быть, вы лечитесь, какие-то меры предпринимаете, и результат какой-то плачевный, либо в принципе отсутствует, либо он минимальный. Мои хорошие, но смотрите, давайте так, постараюсь объяснить, как могу, да, насколько мне это доступно. Я вижу, что у вас две проблемы. Да? Одна чисто физическое нарушение, ну, вот, по здоровью, а вторая проблема у вас с энергетикой. Либо у вас очень мало энергетики, да, вы вырабатываете очень мало энергетики, может быть, живете в какой-то аскезе, может быть, не получаете хорошего питания, да, хороших эмоций, все время там в стрессе, в переживаниях, там, в печальке, кто-то рыдает постоянно, боится. Вот. А у кого-то может отыграться, что есть в вашем окружении человек, который вас энергетически, ну, просто доит, да, вот, выпивает вас. И поэтому у вас такие минимальные результаты при лечении. Здесь нужно наладить энергетику. Вот. Как энергетика у вас повысится, больше своей энергии станет, у вас и силы прибавятся, и организму будет легче бороться со всякими вот болячками. Здесь бы я, конечно, советовала вам обратить внимание на свое состояние при встрече с тем или иным человеком, либо даже просто разговор, да, вы по телефону можете поговорить, и человек может вас высосать. И обратить внимание на свое питание. Достаточно ли вы пьете воды, достаточно ли разнообразную пищу вы едите, и вот эмоциональный фон. Да, эмоциональный фон. Может быть, отказаться от просмотра каких-то новостей, либо там фильмов ужасов, либо того, что вас там заставляет переживать, да, может быть, какие-то сериалы, мыльные оперы очень там трогательные, и вы там сидите, рыдаете с этими героями. Здесь нужно начать именно с энергетики. А потом медикаментозное лечение, конечно же, даст свой результат. Вот. В принципе, ничего плохого я не вижу, просто затяжной момент идет. Да? Если энергетику не поправлять, вы будете дольше выздоравливать. Если начать поправлять свою энергетику, выработать достаточно энергетики, то очень быстро вы встанете на ножки и поправитесь. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.